Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё з варшаўскай студыі. Мяне завуць Маша Калеснікава. Сённяшняя наша госця былая доктарка-фармаколог з 6-й клінічнай бальніцы Вольга Садоўская. Вольга ў свой час падтрымала акцыі пратэстаў медыкаў, была затрыманая, быў суд, і цяпер Вольга знаходзіцца ў Варшаве. Прывітанне, Вольга. Прывітанне. Як вашыя справы? Спасибо. Все хорошо. Насколько это возможно, все очень хорошо. Вы только недавно приехали в Варшаву. Да. Як уладковываетесь? Замечательно. Мне все как-то удачно сложилось. Я уезжала, слава богу, не экстремально быстро. Это был плановый переезд. Мне предложили хорошую работу в нашей белорусской команде, поэтому все получилось хорошо. То бок ваш ад'езд не быў звязаны з тым, што там супраць вас вядзецца нейкая крымінальная справа, і вам трэба з'язджаць? Ну, на самом деле, это тоже был очень важный фактор, наверное, основной. Все-таки дальше оставаться в Беларуси мне было небезопасно по многим причинам. Но просто сложилось так все хорошо для меня, что мне предложили работу, и это была хорошая возможность уехать. Ваша праца зараз звязаная таксама з фармакалогіяй? Нет, я работаю в стартапе. Мы делаем приложение хелсовое, медицинское. Я занимаюсь медицинской частью приложения. Слухайте, ну это цікаво, то бок такое перапрафіраванне нейкае адбываецца з вами таксама. Да, отчасти. Ну, наверное, сейчас многие, не многие врачи, но большая часть врачей переходят в IT, кто-то перепрофилируется там в тестировщиков, кто-то становится медицинскими экспертами. Ну, так сложилось. Мы с ребятами работали уже полгода в Минске, я совмещала работу. Ну, вот они предложили полностью перейти к ним. Не шкада кидать докторство, лекарство? Жалко, очень жалко. Это, был такой серьезный шаг для меня. Я долго шла, я получала образование за образованием. Первое высшее, второе высшее, ординатура. Действительно вложено много сил, времени. Но пришлось сделать такой выбор. Пока что я не жалею. Дальше посмотрим. Я планирую здесь подтверждать свой диплом, все-таки нострифицировать. Возможно, буду все-таки работать в медицине здесь. Ну, дальше будет видно. Угу. У свой час у 2020 годзе чаму вы вырашылі падтрымаць акцыі пратэстаў медыкаў? Што для вас было галоўнае ў той час? Это происходило на волне общего подъема после политических событий. Нас возмущало. Мы все были еще травмированы началом пандемии, тяжелыми условиями работы. У всех, можно сказать, накипело. Плюс политические события, страшные издевательства, насилие в тюрьмах, убийства. Мы все это видели. Врачи одними из первых столкнулись с этим насилием, потому что поступали пациенты тяжелые с травмами и в 6-ю больницу. Мы это видели, и сложно было в этой ситуации молчать. Это возмущало всех. Поэтому мы вышли, мы говорили. Что было потым? Потым было затрыманне, быў нейкі дзіўны суд у вас, я ведаю. Затрыманне маё было случайным. То есть это был просто очередной воскресной прогулки, и меня случайно задержали. Это не было связано именно с медицинскими протестами. Да, меня задержали, продержали. Стандартная история, думаю, у всех там сначала много часов в РУВД, на холоде, под всякие пошлые шутки, издевательства сотрудников РУВД. Потом нас этапировали в Жодино. Но поскольку в тот день задержали очень много врачей, потому что, в принципе, много людей задержали в тот день, соответственно, там доля врачей в них была большая. Медицинское сообщество как-то возбудилось. И руководители начали каким-то образом пытаться нас освободить. Я до сих пор не знаю, кто приложил большие усилия к этому. Я знаю, что и главный врач моей больницы участвовал, и другие врачи, и, в принципе, шумиха в СМИ, и наши коллеги вышли на следующий день с акцией возле 9-й клиники, возле МНПЦ. Это тоже очень повлияло. И нас, врачей, выпустили через 1,5 суток. Просто выпустили. Был такой, фальшивый суд прямо там в Жодино. Кто-то сразу согласился на штраф
Я не согласилась. Я сказала, что мама заключила с адвокатом как раз договор, пока я сидела. Ну и, в общем, перенесли суд. Дальше потом было несколько заседаний в Борисове. Наверное, борисовские судьи еще тогда не, скажем так, не еще сохранили какую-то честь. И, в общем, он действительно хотел разобраться, в чем там дело. В итоге, после 3, по-моему, судебных заседаний дело отправили на доработку в советское РУВД. Ну, собственно, на этом все и закончилось. Мне потом однажды позвонили, попросили прийти к ним, снова дать показания. Ну, я не пришла. Ну, вот как бы и все. То есть, по факту, у меня административного... Ну, можно сказать, да. То есть, у меня судимости нет. Як далей развівалася сітуацыя? Ну то бок я ведаю, што многіх дактароў звальнялі, так, многіх дактароў проста выклікалі на каўры і там праводзілі нейкія бяседы, там вучылі розуму, што галоўнае ўсё ж лекары не мусяць пратэставаць, яны мусяць лечыць людзей. Вось гэты этычны момант яго таксама ставілі. Вось што ў вашым выпадку было? Лично в моей ситуации я не могу сказать, что меня сильно прессовали. Я должна сказать, наверное, все-таки спасибо своему руководству непосредственно 6-й городской больницы. Они оказались людьми понимающими, человечными и старались меня уберечь как ценного сотрудника. Здесь, никто тебя не похвалит, пока сам себя не похвалишь. Но я действительно уникальный специалист в клинике, единичный, таких больше нет. То есть я действительно была нужна. Поэтому меня старались держать на работе, но я знаю, что руководство повыше, комитет по здравоохранению, Мингорисполком, Минздрав, настойчиво, регулярно звонили в отдел кадров с требованием меня уволить. Но меня не уволили. То есть меня держали. Да, была этическая комиссия по мне, но это было связано с каким-то постом на Фейсбуке. Там я высказалась по отношению сотрудников милиции. Как-то не очень хорошо, наверное, кому-то из Минздрава не понравилось. Минздрав читает мой Фейсбук. И меня вызвали на этическую комиссию. Ну, это был такой спектакль, конечно, на котором меня пожурили, сказали, я и так нельзя. А после того, как мы вышли из кабинета, мне пожали руку, все сказали, молодец. Ну, вот так. Бок атрымліваецца, што у прынцыпе вось калі вы з'ехалі, Беларусь страціла яшчэ аднаго унікальнага спецыяліста. К сожалению, да. Здесь тоже я не хочу преувеличивать свою значимость, но по факту, да. Клинические фармакологи — это штучные специалисты. Нас мало, у нас очень маленькая такая коммуна. В каждой большой клинике, больше 300 коек, должен быть клинический фармаколог. Но по факту эту должность, формально выполняет администрация, чисто какие-то документы делают. Давайте крыху нашим слухачам растлумачым, что робяць фармакологи. Если прям очень упростить, я занималась управлением всей лекарственной терапии в клинике. То есть это назначение препаратов тяжелым пациентам с нарушением функций почек, печени, режима дозирования, определенные сложные лекарственные взаимодействия, какие-то препараты, которые назначаются в редких случаях. Это было все под моим контролем, под моим управлением. То есть я, по сути, консультировала, смотрела самых тяжелых пациентов во всех отделениях клиники. И зараз они засталіся без вас. К сожалению, мне жаль, правда, потому что у нас хороший коллектив, мне нравилась работа, мне нравилась моя работа, правда, она очень интересная, она такая экспертная, всегда решаешь сложные задачки. К сожалению, так происходит. Слухайте, ёсць нейкая лічба, я не ведаю, ёсць нейкія суполкі медыкаў, дзе падлічваецца колькасць тых, хто з'ехаў. Мне падаецца, гэта ўжо, можа, і 1000, можа, і нават і больш. На самом деле тенденция по отъезду медиков, она была еще до политических событий. В первую очередь финансовая сторона волновала, и именно поэтому уезжали люди. Но после того, как начались уже такие прямые репрессии и весь этот ужас, стало уезжать намного больше. А конкретных цифр мне сложно сказать, но мы можем их видеть по количеству вакансий, которые растут постоянно. За 1,5 года они увеличились на 7000 вакансий медиков, к середине 2021 года. И за только один месяц, июнь-июль, я смотрела, количество врачей-специалистов по республике увеличилось, потребность на 1500. Значит, примерно 1500 уволились, уехали, пошли работать в другую сферу, в частные медицинские центры.
И самая большая проблема, я не могу сказать, что уезжают самые лучшие, например. Это не так. Разные. У нас очень классные специалисты остаются в Беларуси по-прежнему работать. Им я снимаю шляпу, потому что в таких условиях оставаться работать — это доля какой-то, наверное, элемент самопожертвования. И мы за это должны быть им очень благодарны. Но уезжают самая вот прослойка возрастная, самая активная. Есть такая медицинская шутка, что молодой врач все хочет, но ничего не умеет. Врач чуть постарше все хочет и уже что-то умеет. Еще чуть старше уже что-то умеет, много чего умеет, но не очень хочет, а самая старшая возрастная группа ничего не хотят и ничего уже не умеют. Так вот, остаются первые и последние. Вот это самое такой сочный возраст, когда у людей уже есть опыт, они могут его передавать молодому поколению, и у них еще есть желание развиваться и что-то внедрять, они уезжают. Вот это самая большая трагедия. Мы теряем целые школы медицинские, потому что у нас есть хорошая медицинская школа белорусская. Наше расположение между Востоком и Западом позволяет нам брать самое лучшее и там, и там. И у нас есть свои хорошие наработки, большой колоссальный опыт. Но из-за того, что вот это прерывается цепочка передачи знаний и опыта, мы теряем целые школы. Это большая трагедия. Атрымліваецца, што медыкаў становіцца менш. Тая адукацыя, якая зараз медыцынская даецца, так, ўсё ж гэта ўсё яшчэ нейкія, я проста не ў курсе, так, гэта яшчэ нейкая і савецкая школа, то бок у плане, што нейкіх інавацый не хапае медыцынскай адукацыі сучаснай беларускай, тое, што выкладаецца в университете? Сама система образования, да, она осталась примерно похожей на советскую систему образования. Я не могу сказать, что она плохая, но на этапах еще обучения в университете очень не хватает практического опыта. То есть больше студенты заняты теоретической подготовкой, а именно практики маловато. Хотелось бы больше. Сейчас вот выходит новый закон о здравоохранении, в котором будет понятие резидентуры. Это уже система более похожая на западную систему образования, но, опять же, я знаю, как, частично знаю от своих коллег, как составлялся этот законопроект. Просто на кафедру, допустим, Белмапо, да, Академия последипломного образования. И каждая кафедра должна разработать свой проект подготовки резидента. Он отличается от того, что есть сейчас. То есть это большой процесс рабочий. Но на кафедру присылают из Минздрава документ, что к следующей неделе вы должны подготовить проект резидентуры. И по факту, потому что нет времени, никто особо не хочет этим заниматься, по факту резидентура получилась то же самое, что клиническая ординатура сейчас, просто поменяли название. А суть не изменилась, к сожалению. Хотя резидентура позволяет готовить узких специалистов, узкого профиля, как раз тех, которых сейчас не хватает, получать большой практический опыт. Это хорошая система. Но, опять же, методы ее организации этого всего, как обычно, у нас хромают. Слухайте, давайте яшчэ пагаворым пра такі момант, як доктар, пацыент і камунікацыя паміж імі. Ёсць такі, мне падаецца, запыт цяпер у беларусаў да таго, каб усё ж лекары ставіліся да пацыентаў больш уключана, так? Вось ці ёсць гэтая праблема сапраўды? У нас еще работает все-таки система патерналистская взаимоотношений между врачом и пациентом. То есть врач в таком немножко приказном тоне, да, говорит, что пациенту нужно делать. Но мы стремимся и переходим так или иначе к системе партнерских отношений. Это здорово, но, опять же, из-за того, что врачу банально не хватает времени на каждого пациента, вот этой коммуникации ее сложно наладить. Не хватает этого индивидуализированного подхода. Врач просто не успевает выслушать пациента или рассказать ему чуть больше, чем он может. Бок проблема у организации, в принципе. Проблема организации, здесь такой уже какой-то порочный круг замыкается. Проблемы с организацией, врачи увольняются, врачей становится меньше, на каждого врача нагрузка увеличивается, и снова вот мы по этому замкнутому кругу ходим. Так.
Вы недавно написали пост про коронавірус, про тое, што толькі ў Мінску ёсць у вас для гэтага пэўныя нагоды так лічыць, што толькі ў Мінску ў суткі больш за 4000 захворванняў Да, коронавірусным. причем это не заболевание конкретное, а именно ПЦР, да, ПЦР-диагностика, положительные результаты ПЦР-диагностики, потому что диагноз ставится еще по другим критериям. Это может быть просто там результаты компьютерной томографии плюс симптоматика. Да, но вот только положительных ПЦР около 4000 в сутки сейчас происходит. Это достоверные данные, полученные из надежных источников, которым я доверяю. Так, это только по Минску. А мы видим, что официальная статистика дает крыху больше за 2000 Да, зараз. они уже нашли в себе силы увеличить цифру чуть больше, чем 2000. В этом большая проблема. То есть не нужно... Я не понимаю, почему боятся говорить открыто о цифрах смертности, о том, что только в одной клинике умирает там по 10-15 человек в сутки. Они говорят 10 человек, 15 по всей республике. Не нужно этого бояться. Но люди... У них не случится истерика, как кто-то говорит, или боится этого. Люди просто поймут, что это тяжелое и страшное заболевание, что оно действительно опасно. И тогда начнут носить маски, начнут прививаться. То есть, посмотрев правде в глаза, это первый этап проанализировать и провести работу над ошибками. Мы сами перед собой должны быть честными. Ну, бачце, атрымліваецца, што наша краіна вельмі любіць лічбы і вельмі любіць статыстыку, быць недзе наперадзе. І тут жа атрымліваецца, што і людзі, тыя, хто, напрыклад, глядзіць тэлебачанне афіцыйна, яны бачаць, што типа статыстыка невялікая, праўда, што каранавіруса няма, ўсё пад кантролем, таму навошта, напрыклад, вакцынавацца. Так, но при этом люди с большего не доверяют статистике. Они понимают, что это цифры ложные. Но все равно они в полной мере не осознают опасности. И я думаю, что вакцинация в Беларуси провалена, это факт, мы должны это признать, потому что прошло уже больше, чем полгода с начала вакцинации, сейчас уже пора ревакцинировать тех, кто вакцинировался в январе-феврале, а у нас только 20% получили первую дозу. Это провальная кампания. И, безусловно, я уверена, что основная причина — это отсутствие реальной статистики и отсутствие правды даже в этом. Люди бы не испугались этих смертей. В принципе, людей не случилось истерики после того, как они видели, как людей убивают на улицах. То есть, в принципе, привыкли к тому, что люди умирают в больницах. Но это бы увеличило какую-то тревожность в отношении собственного здоровья. Але тым не менш, так, людзі чытаюць, напрыклад, інтэрнэт, і яны бачаць, што ў іншых краінах гэта ўсё найбольш сур'ёзна. Так? Чаму вось не ўзнікае гэтая патрэба ўсё ж неяк себе аберагчы? Это сложный феномен. Мне кажется, это даже что-то такое наше национальное, когда собственная жизнь не очень ценна. Нас научили не ценить себя. Я даже вижу по своим коллегам, по врачам, нас всю жизнь, пока мы учились, приучали к плохому. К плохим условиям работы, к низким зарплатам, к плохому отношению коллег, руководства. То есть это норма. И мы перестали ценить себя, мы перестали понимать свою значимость просто как человек, уже не говоря о том, как специалист. И в целом люди у нас не очень ценят собственную жизнь. У нас не ценится человеческая жизнь. Гэта вельмі сумна. Да, это грустно. Я не знаю, какой здесь правильный выход из этой ситуации. И говоря, опять же, возвращаясь к коронавирусу и проблемам лечения пациентов сейчас в сложных условиях, я помню, когда мы видели эти страшные кадры из Италии, да, когда врачи плакали от того, что им приходится выбирать, кому предоставить аппарат ИВЛ, молодому человеку или пожилому. И мы боялись, что мы окажемся в такой ситуации. И мы в ней оказались уже сейчас. Уже сейчас нам приходится выбирать, кого лечить, кому назначить дорогой препарат, которого мало. Пожилому неперспективному, простите за это слово, но оно используется, либо молодому перспективному. И, к сожалению, жизнь пожилого человека у нас тоже не ценится. Ну так. Но опять же, в Италии это все было открыто.
В Европе это было открыто. Мы видели эти кадры. Этого никто не скрывал. У нас информации нет. Я памятаю гэты момант, калі доктарка, здаецца, галоўная у Іспаніі плакала і прасіла прабачэння за тое, што вось яны не змаглі выратаваць жыцці там, напрыклад, там 100 человек. Но ведь ситуация такова, что действительно, объективно мы не можем всех спасти. Но давайте говорить открыто. Давайте проявлять больше сочувствия, больше эмпатии к людям. Тогда и уровень доверия будет выше. А когда мы хладнокровно пакуем трупы в пакеты и вывозим их пачками и молчим, это очень жестоко по отношению к собственным людям, к своему населению. Тое, што зараз улады вырашылі ўвесці масачны рэжым нарэшце, так, на 4-й хвалі каранавіруса, і тое, што загадваюць беларусам ўсё ж захоўваць дыстанцыю, гэта неяк выратае сітуацыю, як вы лічыце? Я слышала, что вчера уже вроде как ввели карательные меры, то есть штрафы какие-то. Там, здаецца, штрафы могут. То есть я думаю, что возможно, штрафы, то, что будет ударять непосредственно по кошельку белоруса, это возымеет место. Но опять же, масочный режим у нас вводился в ноябре прошлого года, он не отменялся. Чего это они снова вводят масочный режим? Это все надо было делать раньше. И по факту сейчас, к сожалению, нужны уже такие серьезные, жесткие меры, которые любят наше государство, но я надеюсь, что в этой ситуации, как-то возымеет место. Такие люди будут больше задумываться о безопасности, собственно, и тех, кто рядом с ними. Ольга, давайте почитаем комментарии. Нам пишут. Да. Пишут: очень приятная доктор, всего доброго на новом месте. Пишут так само ваш комментар про то, что правда, что доктары себе обесценили таким стаўленнем, что вы пералічвали, что, на жаль, нас прывучылі да кепскага да сябе стаўлення. Так, пишут, что яшчэ нешмат вакцынуецца яшчэ з-за недаверу да тых прышчэпак, якія ёсць у Беларусі. Багата выпадкаў, калі ўсімі праўдамі і няпраўдамі беларусы выязджаюць у Літву і Польшу, каб прышчэпіцца там. Что вы думаете на конт? Я должна сказать, что те вакцины, которые есть в Беларуси, они хорошие. На самом деле они хорошие. Они доказали свою эффективность в клинических исследованиях. Причины, по которым Европейский Союз не одобряет, пока не регистрирует у себя спутник, они в первую очередь политические. Это нужно признавать. К сожалению, вся политическая кампания, которую проводила Российская Федерация, Беларусь, она дискредитировала эту вакцину. Хотя она действительно работает. Я прививалась спутником, все прошло хорошо. Да, у меня было небольшие побочные явления, там лихорадка, но я свободна, я не болела полгода. Сейчас я планирую ревакцинацию сделать уже здесь. Но, безусловно, у человека должен быть выбор. Если ты не хочешь прививаться на бесплатной основе, предоставьте хотя бы платно вакцины, которым люди доверяют. Нужно учитывать мнение людей. Но, с другой стороны, нужно больше проводить обычных разъяснительных бесед, больше какой-то кампании рекламной, социальной о том, что эти вакцины работают. Докажите, покажите на собственном примере. Министр здравоохранения, привейся сам. Главное, какие-то влиятельные люди, если бы они показали на собственном примере. Александр Лукашенко, прышчэпіцеся. Так все бачили, как это зрабіў там той же Байден. Да, даже Путин в итоге, в конце концов, сказал, что он привился спутником. Да, на собственном примере. Собственный пример, он как-то больше на людей действует, на самом деле. У нас нету эта коммуникация, обратная связь между обществом и государством, она потеряна очень сильно. Государство не слышит общество, а общество слышит вранье государства и выживает самостоятельно. Усім дактарам вялікі дзякуй і нізкі паклон. Спасибо. Вітаем спадарства. Гэта тут розныя у нас каментары бываюць. Як шкада, што з'язджаюць такія дактары, як Вольга, пішуць таксама. Але тут глядзіце, калі яшчэ пра прышчэпкі, пра вакцыну, тут жа ёсць, напэўна, нейкі такі момант, што многія памятаюць гэту сітуацыю з эўпентай, калі пасля прышчэпкі памерла дзяўчынка, і многія, мне падаецца, гэты момант, што там ёсць такі фактар, як анафілактычны шок, проста выключылі, і проста есть недавер да нейкіх прышчэпак, якія прывозяць у Беларусь. А люди забывают,
что анафилактический шок и реакция аллергическая может произойти на любую таблетку. На парацетамол, на аспирин, который они пьют каждый день. И эти реакции случаются чаще, чем на вакцины. Вакцины вообще, в принципе, считаются самыми безопасными лекарственными препаратами. Просто когда мы вакцинируем большое количество людей, естественно, процент побочных явлений остается прежним, но в абсолютных цифрах это большее количество. Мы видим больше этих побочных реакций. Здесь просто банальная статистика, но объективно вакцинация — это единственный способ себя обезопасить. Но, опять же, я хотела бы подчеркнуть, что вакцинация не предостерегает, то есть маску нужно носить все равно. Вы можете можете не болеть, но продолжить распространять вирус. То есть вам нужно защитить тех, кто рядом с вами. Носите маску, даже если вы привились. Тут вось яшчэ пішуць, што масачны рэжым увялі, а дыстанцыйнага навучання ў школах не дазволілі. Паказуха яшчэ адзін спосаб здзерці штрафаў. Я могу согласиться отчасти. Но мы видим, что вот эта вот так называемая 4-я волна началась именно с началом школьной кампании. Дети — это такое биологическое оружие, можно сказать. Они распространяют вирус очень-очень сильно. Они сами не болеют или заболеют как-то со скрытыми симптомами, но распространяют, приносят болезни всем и болеют прям семьями. Конечно, дистанционное обучение — это первое, что должно было сделать государство. Але гэта, відаць, мусіла яшчэ адбыцца ў першую хвалю. Мне падаецца, калі б у першую хвалю былі усе сродкі прымененыя, то тады, можа б, гэтая 4-я хваля не была б такой сур'ёзнай. Ну, безусловно, нужно было вести максимально дистанционное обучение, дистанционную работу, принять меры в транспорте общественном, пустить дополнительные линии, потому что дополнительного транспорта, по-моему, в Минске не пустили. Как ездили люди в битком набитых автобусах по утрам на работу, так и продолжили. После этого максимально быстро всех привить, и мы бы сейчас не столкнулись, и мы бы не потеряли столько жизней. Але гэта праўда, што 4-я хваля вельмі сур'ёзная ў Беларусі, так? Вось як некаторыя спецыялісты кажуць. Да, это связано в первую очередь, здесь много факторов. Отсутствие социального дистанцирования всех мер нужных, отсутствие нужной прослойки вакцинированных людей и дельта-штамм, который обладает более агрессивным действием и поражает, к сожалению, больше молодых людей. Вось калі параўноўваць тое, як змагаецца Беларусь з каранавірусам і тое, што вы зараз бачыце ў Польшчы, так, вось гэта заслоняй нос і уста, так, паўсюль пастаянныя аб'явы ў метро, што трэба насіць маскі. Ну і тут, мне падаецца, спакойна дастаткова. Здесь спокойно. Во-первых, здесь привито уже больше 60% населения, там, по-моему, под 70% полностью привитых, первую и вторую дозу получившие. Здесь, действительно, вот уже прошло 1,5 года, но вот эта вот кампания по разъяснению людям правил, она продолжается. Никто не забывает об этом. Действительно, реклама продолжается. Везде есть все средства для обработки, для дезинфекции рук. Ты можешь взять маску где угодно, перчатки. Все продолжает. И люди действительно соблюдают. Бывает, да, сейчас немножко, может быть, меньше поляков носят маски общественно. Там, может быть, там, на трамвае один человек будет без маски. Ну так, на один 100. будет. Да, но это не так страшно. Я не знаю, это уже норма. Это нормальный образ жизни, к которому мы должны привыкнуть. И мы тоже должны понять, белорусы, что, наверное, образ жизни в принципе поменялся теперь. И носить маски — это не стыдно. Это не говорит о том, что ты какой-то трусливый и слабый. Это говорит о том, что ты разумный человек, и ты беспокоишься не только о себе, а о тех, кто тебя окружает. Нужно как-то демонстрировать свою разумность. Так, тут яшчэ пішуць, што калі глядзець на графік захворванняў, то Беларусі яшчэ і другая хваля не скончылася. Папросту да яе дадаліся новыя мутацыі вірусу. Насчет волн, я тоже не очень люблю эту классификацию, там 1-я, 2-я, 3-я волна, потому что таких прям явных спадов заболеваемости там между условно 1-й и 2-й волной не было. Мы плавно шли. Да, был большой пик прошлой осенью, в конце и зимой, но сейчас, это можно назвать прям новой волной, потому что летом и весной было относительно спокойно. Я даже помню по своей клинике, что мы работали довольно так повольно. То есть у нас не было перегруженности. Сейчас люди
в коридор. То есть на 54 койки 77 пациентов. Соответственно, мы прекрасно понимаем, что не каждый из них получит в полной мере помощь. То есть ему не хватит кислорода, ему не хватит там лекарств. Просто банально врач не успеет до него дойти. Потому что ставок врачей не добавляют. То есть перегруженность просто колоссальная. Але ёсць гэтыя самыя выплаты каранавірусныя. Яны Э, дзейнічаюць? Я могу говорить только за свою клинику. В этом плане у нас всегда все было в порядке. Никогда не было препятствий, выплаты продолжаются до сих пор, так же, как они и были. То есть в этом плане, я так понимаю, что это вопросы локальной администрации. То есть местная администрация, руководство клиники, больницы, поликлиники решает, в каком объеме и кому платить. Чтобы так более-менее соответствовать закону, потому что закон так довольно расплывчато написан. То есть трактовать его можно как угодно. И в нашем случае руководство шло навстречу, естественно, хоть какая-то поддержка врачам. Я понимаю, что материальная помощь, она не сможет покрыть весь тот стресс, страшное выгорание, которому подвержены сейчас все доктора. Но это хоть какая-то радость небольшая. Тут нас пытаюцца, ці мы самі прывіліся. Так, Вольга ўжо сказала, што яна прывітая, я таксама прышчэпленая, так што можна за нас быць ужо дакладна спакойнымі, і мы вам таксама ўсім жадаем таго самага, прышчапіцца. Слухайце, вы сказалі яшчэ пра выгаранне. Гэта, ў прынцыпе, зараз такая модная тэма, выгаранне, праўда? І выгаранне дактароў, яно адбываецца перадусім з-за чаго? В первую очередь из-за перегруженности, из-за ощущения собственной беспомощности. У нас за 1,5 года лечения пациентов мы приобрели большой опыт, на самом деле. Мы знаем, как их лечить, как вести, как ловить нужный момент, когда нужно пациента перевести в реанимацию или назначить какой-то препарат. Но когда у тебя нет технического оснащения для этого, у них инструментов просто для того, чтобы помочь пациенту, и ты что-то должен делать в этой ситуации. Просто помогать добрым словом. И вот это очень сильно дестабилизирует психику и способствует выгоранию. И когда одно и то же. То есть 1,5 года я понимаю, что наши реаниматологи, терапевты работают в день сурка каждый день. Одно и то же. Они уже потеряли своих пациентов, которые у них были. Я имею в виду, они не видят те патологии, с которыми я сталкиваюсь раньше. Ревматологическая патология, гастроэнтерологическая. То есть интересные разные случаи. А здесь одно и то же каждый день. Это такая рутина, которая, безусловно, приведет к выгоранию. Жаль. Але зараз, Ольга, у вас новый шлях. До речі, чим стартап займається? Мы делаем приложение, которое занимается связью влияния погоды на здоровье. Ух ты, зусім класна. Да. І як надвор'е уплывае сапраўды на здароўе? Я, напрыклад, метеозалежная. Так, влияет, да. Хоть я довольно скептически сначала была настроена, но да, действительно, есть очень много исследований интересных, высокого качества, с хорошей доказательной базой, которые подтверждают влияние. Класна, дзякуй вялікі, што завіталі. Я нагадаю, што госця сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыо стала Вольга Садоўская, была лекарка-фармаколог 6-й клінічнай бальніцы Мінска, цяпер жыхарка Варшавы і удзельніца стартапу пра надвор'е і здароўе чалавека. Дзякуй, Вольга, прыходзьце да нас яшчэ. Дзякуй. А вы застанавайцеся з намі, дарагія слухачы. Хутка Зміцер Лукашук будзе са сваімі гасцямі тут у студыі ў Варшаве. Да пабачэння.